В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот о чем расскажем вам сегодня. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. В центре внимания банковское кредитование и поддержка регионов. В Якутске ожидается пик волны дождевого паводка. Река Лена в районе столицы республики и пригородов останется полноводной. Дан старт арктической навигации. Глава Якутии провел совещание по вопросам северного завоза. Готовятся к сентябрьским выборам. В Якутске обучают независимых наблюдателей. Стартовал трехдневный курс для будущих контролеров. Квадратные метры серых пространств превращаются в уютные современные зоны. В столице Южной Якутии полным ходом ведутся работы по благоустройству. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. В центре внимания были ситуация в экономике, банковское кредитование и поддержка регионов. Президент заявил, что трудности на топливном рынке, вызванные внешними попытками дестабилизации, носят временный характер и не смогут повлиять на общую экономическую динамику. Он также подчеркнул, что главная задача сейчас – запустить новый инвестиционный цикл и стимулировать структурные изменения в экономике. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рост, находится в позитивной зоне. 0,3%. А всего за первые 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%. Один из ключевых факторов здесь – это, конечно, внутренний спрос, как со стороны государства, так и бизнеса, граждан. В этой связи отмечу, что ускоряется динамика банковского кредитования. Да, или растет? Вот. Имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики. Объемы таких банковских портфелей растут. Глава МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Переговоры, длившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятия «Асиан» в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России стратегическое поражение. При этом министр подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже. В связи с продолжительными осадками и повышением уровня воды на реках ситуация на территории Якутии остается сложной. На участке Покровский-Якутской Кунгаласы за прошедшие сутки вода повысилась до 47 сантиметров. А сегодня утром уровень воды в Покровске составил 846, в столице региона 607 сантиметров, при критической отметке 827. В Сунтаре, несмотря на спад воды, в центре района подтопило 150 дворовых территорий, включая 76 жилых домов, а также нарушена транспортная связь с поселками Кимпиндяй, Туайдах и Тянкя. На реке Вилюй обрушились берега на 18 участках в черте населенного пункта. Прошедшие интенсивные осадки в Якутии вызвали массовые дождевые паводки. Так, в 5 районах республики подтопило множество жилых домов, участков, объекты инфраструктуры. Подробнее о нынешней ситуации в сюжете Тимура Колмогорова. Наиболее сложная ситуация ввиду обильных дождей сложилась в Сунтарском, Верхоянском, Ленском, Алекминском и Венобатантайском районах. Так, дождевыми паводками, по примерным расчетам, подтопило порядка 250 дворовых участков, в том числе около 100 жилых домов. Осложненная ситуация развернулась в Видинском Наследии, где зафиксировано подтопление 48 дворовых территорий и 31 единицы жилых домов, а также в селе Сунтар. В Сунтарском районе, несмотря на спад уровня воды, в селе Сунтар подтопленными оказались 150 дворовых территорий. Нарушено автотранспортное сообщение с поселком Кемпедай, Тойдах, а также Тяньке. Также зафиксировано обрушение берега реки Вилюй в черте населенного пункта на 18 участках. При прохождении пиков паводка не исключается достижение критических отметок и затопление пониженных участков населенных пунктов. Обильные дожди также повлияли и на заготовку кормовой базы для скота. Министерством сельского хозяйства республики проводится предварительный расчет ущерба. Тем не менее, планируется собрать и подготовить 429 тысяч тонн сена, силоса на 29 тысяч тонн и 14 тысяч тонн сенажа. Будут заготавливать сено в полном объеме. На данный момент у нас прогноз составляет 404 тысячи
тонн сена – это неплохой показатель. Больше 90% мы заготовим от запланированных объемов. Также мы сейчас делаем подсчеты, сколько у нас сена осталось с прошлого года. В Якутске же из-за подъема уровней воды на Лене произошло подтопление района Даркалаха. В эту зону попали жилой сектор, а также объекты электросети, из-за чего наблюдается ограничение электроснабжения на улицах 1 и 2 Пристанская, а также части улицы 50 лет Советской армии. Кроме того, пострадала переправа, которая ввиду отключения подачи электричества сейчас работает на резервных источниках питания. Энергетиками провели выездное совещание здесь на причалах. Значит, энергетики убедились, что подтопление причалов и подстанций, электроподстанции отсутствует. Соответственно, пообещали нам включить к 17 часам питание из города. В данный момент в Якутске работает 5 причалов. В Нижнем Бестяхе из 4 осталось 2, потому что 2 еще причала, они ушли глубоко под воду. По данным гидромедцентра, такие кратковременные ливни и грозы проходят по всей Якутии. Такая картина продлится до конца недели. В основном в большинстве районов также ожидаются дожди, особенно в центральных районах, ливни, грозы, ну и начало следующей недели. Без осадков будет только территория северо-запада и местами запада республики, где устанавливается антициклональная погода, будет довольно прохладно, но без осадков. Смена погоды для центральных районов в сторону понижения температуры и прекращения осадков начнется с середины следующей недели. Ситуация держится на контроле оперативного штаба. Пострадавшим предоставляется временное жилье, проходит оценка причиненного ущерба. Спасатели находятся в полной готовности, а службы постоянно наблюдают за уровнем роста воды. Так, в ближайший день-два на Лене ожидается прохождение пика дождевого паводка. Тимур Калмогоров, Аэлита Махно, Якутск. Новоизбранный глава городского округа город Якутск Дмитрий Садовников совершил первый рабочий объезд столицы и ее пригородов. Основное внимание территориям, подверженным сезонным подтоплениям. Вместе с мэром на объектах побывала и наш корреспондент Диана Антонова. Дмитрий Садовников уже проводит активную работу в новой должности главы Якутска. На днях он провел первое совещание, главной темой которой стала сложная гидрологическая ситуация. Из-за подъема уровня воды в реке Лене началось затопление низменных участков в пригородных территориях. Сегодня мэр посетил эти участки и приступил к решению обозначенных проблем. Критическая история такая, которая всегда при наводнении обрушает береговую зону. Она близко подошла к домам. И здесь зона ответственности, согласно законодательству, это федеральная зона ответственности, да, но все равно мы, учитывая, что это наши жители, есть проекты, и уже надо будет ставить вопрос финансирования со стороны федерального центра было, и уже мы эти работы провели. Одной из первых точек маршрута стало село Хатасы. Участки, расположенные вблизи ручья, ежегодно оказываются в зоне подтопления во время весеннего половодья и осенних паводков. Решением этой проблемы станет строительство новой дамбы. Дмитрий Садовников осмотрел территорию и обсудил с представителями местной администрации будущие этапы реализации проекта. Обсудили возможность строительства дамбы для того, чтобы защитить новые участки, которые выданы многодетным, по молодежной программе, да. Соответственно, вот эта работа, она не одного дня, она будет рассматриваться проектно-сметная документация, соответственно, возможность реализации в будущем. В селе Пригородном ситуация сейчас напряженная. Дома местных жителей, их огороды, участки и главная дорога из-за размыва оказались под угрозой. Мэр лично оценил ситуацию на месте, пообщался с жителями и поручил ускорить работу по восстановлению и укреплению береговой линии. Хорошо, что руководство городского округа Якутска обратило внимание на нашу ситуацию. Проблема у нас, собственно, одна – последовательное разрушение берега. У нас несколько ключевых участков есть, где разрушение достаточно интенсивное. Здесь один заезд, один выезд вот по этой дамбе, на которой мы находимся. Если она будет разрушена, у нас не будет ни газа, ни электричества, ни проезда, собственно.
Третьей точкой объезда стала местность острова Даркылах. Из-за угрозы потопления в целях безопасности в ряде домов временно отключено электроснабжение. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг паводковой обстановки и ведут работу с населением. Мы ведем работу по уведомлению жителей путем расклейки объявлений, а также прямой контакт с ними, что у нас уровень воды повышается. На данный момент у нас подтопленных домов нету, есть только немного подтопленные дороги и дворовые территории. В связи с паводковой ситуацией в окрестностях Якутска продолжается комплексная работа по защите населения. Организовано постоянное информирование жителей, при необходимости готовы к приему пункты временного размещения, а в потенциально опасных районах ведется непрерывный мониторинг оперативными службами. Диана Антонова, Джулстан Наговицын, Хатасы, пригородный Якутск. В центре внимания лесопожарная обстановка и контроль за недропользователями. В Якутске прошло заседание Общественного экологического совета при Министерстве экологии республики. По данным ведомства, площадь возгораний в этом сезоне увеличилась, и на август запланированы усиленные работы по тушению. На коллегии также обсудили эффективность новых технологий, как автоматизированные буйки помогают в реальном времени отслеживать загрязнение в реках, где ведется добыча ископаемых. Общественно значимым на собрании стал вопрос о лицензировании охотничьих ресурсов для коренных народов Севера. В августе предстоит еще определенная работа. Тоже мы на чеку. И мы видели, что министерство, в принципе, оно работает, показало весь механизм своей работы. Еще у нас будет один из вопросов интересных. Это по недропользователям, которые сейчас у них промывочный сезон. Самая такая работа. И новые технологии, которые уже в республике появились, в министерстве, это буйки автоматизированные, которые фиксируют нарушения. Вот тоже послушаем, как они уже сработали. Стартовала арктическая навигация. Глава республики провел совещание по вопросам северного завоза. В целом с начала движения по рекам доставлено и отгружено более 430 тысяч тонн. Это 43% от утвержденных плановых объемов. Сообщается, что по сравнению с прошлым годом идет отставание на 9%. Несмотря на это, по поручению президента России, северный завоз должен производиться безостановочно и в полном объеме. За обстановкой, связанной с завозом нефтепродуктов для республики, следит оперативный штаб региона. Северный завоз – это главный вопрос для жизнеобеспечения, в том числе и для наших арктических территорий. Суда на сегодняшний день все готовы. В ближайшее время, думаю, уже и пойдет перекачка и нефти, и в том числе и нужд ГУПа ЖКХ, где-то порядка 50 тысяч тонн мы обязаны перевести и на арктические территории. В Якутске началась расчистка площадки под строительство нового современного кампуса Якутского авиационного технического училища гражданской авиации. На днях там стартовал снос старых домов. Сейчас на месте работают специалисты субподрядной организации. Как отмечают представители училища, нынешнее общежитие курсантов тоже соответствует всем требованиям, но недостаточно вместительно. Сегодня заведение привлекает на обучение курсантов со всей страны, преимущественно жителей Дальнего Востока. Расширенные учебные направления согласно требованиям авиации. С нового учебного года у нас будет 450 курсантов будут учиться по 7 направлениям. Это пилоты, механики, авиатехники, операторы БПЛА и специалисты перевозок авиационных. Да? Квадратные метры серых пространств превращаются в уютные современные зоны. В летний период времени в столице Южной Якутии полным ходом ведутся работы по благоустройству дворовых территорий. Подробности далее. В разгар лета в разных уголках города кипит работа. Программа благоустройства дворовых территорий охватывает несколько адресов. В настоящее время ремонты проходят в центре города, во дворах домов по улице Дружбы народов. На данный момент на объекте у нас работает 8 человек. Сейчас мы занимаемся вторым этапом. Это установка бортового камня и тротуарного камня. Готовность у нас по данному этапу 90%. Сейчас ребята заканчивают, и далее мы заходим на третий этап. Это
асфальтирование проездов с дома Дружбы 9 до Дружбы 19. После того, как работы будут завершены, бригада начнет установку новой детской площадки по адресу Дружбы народов 17. Глава города лично осуществляет контроль. Особое внимание уделяется соблюдению порядка и чистоты во дворах на всех этапах благоустройства. В этом году у нас большое количество благоустройства по дворовым территориям, по закатке асфальтом центральных дорог. И вот эта дворовая территория, которая большая и будет украшением нашего города. В этом году мы буквально через несколько дней начинаем ремонт дворовой территории по Карла Маркса 2 и дворовой территории по Карла Маркса 14. Мы ждем окончания строительных работ по улице Строителей. Подрядчик перемещается туда и начинает уже делать дворы. В честь юбилея города Нерюнгри по распоряжению главы республики были выделены денежные средства, направленные именно на благоустройство дворовых территорий. Сейчас ремонтируются проезды, детские площадки, пешеходные зоны. Все предусмотренные проектом работы будут выполнены в установленные сроки. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске началась масштабная подготовка независимых наблюдателей, которые будут работать на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Трехдневные обучающие семинары собрали представителей почти всех районов республики. Чему учат будущих контролеров избирательных участков и кто приехал обучать будущих специалистов, узнаем далее. До выборов в Государственную Думу 9-го созыва есть еще около 2 месяцев, но подготовка к ним уже идет полным ходом. В эти дни в общественном центре Якутска проходят семинары для бригадиров общественного наблюдения. Задача этих специалистов – обеспечить прозрачность и законность голосования. Мы работаем, проводим этот семинар для того, чтобы можно было те знания, которые получат сегодня педагоги, передать уже дальше для наблюдателей, поскольку наша главная задача на общественных наблюдателей на этих выборах, чтобы выборы прошли честно, открыто, законно и гласно. Накануне площадку посетил председатель Центральной избирательной комиссии Якутии Евгений Федоров. Он ввел участников в курс дела, рассказал о ходе текущих избирательных кампаний и поблагодарил наблюдателей за готовность взять на себя такую ответственность. После официальной части участники перешли к практике. Для глубокого и профессионального обучения в Якутск прилетели эксперты из Москвы. Наша главная цель – это доверие людей к результату выборов. Поэтому сегодня очень ответственное обучение, которое проводят преподаватели, региональные преподаватели Якутска, с которыми мы также работаем, поддерживаем, координируем работу. И для нас принципиально важно, чтобы это было не просто обучением ради галочки, а качественным обучением, которое вызывает отзвук наблюдателей. География участников практически все улусы Якутии. Татьяна Шараборина приехала из Алёкминского района. Ее задача после обучения – вернуться домой и передать полученный опыт коллегам, которым предстоит работать на участках в 23 муниципальных образованиях района. Мне очень нравится формат этого обучения, то есть где мы из теории очень много практики, проговариваем какие-то ситуации. Несмотря на то, что ранее я участвовала в качестве наблюдателя, сейчас я назначена бригадиром-координатором Алёкминского района. Некоторые ситуации действительно для меня новые. Омоложение рядов – еще одна важная цель общественной палаты. Анна Киселева из Нерюнгри отмечает, что состав наблюдателей в районе стабилен уже несколько лет. Но сейчас пришло время передать знания новым кадрам, чтобы молодые бригадиры тоже понимали всю ответственность перед обществом. Корпус наших наблюдателей стабильный с 2021 года и составляет больше 50%. Периодически у нас меняются немного. Сейчас мы стараемся корпус несколько омолодить, потому что ставка была у нас на более возрастных в начале. Сейчас уже стараемся подключать более молодых, также не только в наблюдателях, но и бригадирах. Программа обучения за последние несколько лет сильно выросла. Теперь контролеров учат пользоваться QR-кодами для моментальной отчетности. И, что важнее, объясняют, как распознавать современные цифровые угрозы. На занятиях моделируют даже попытки внедрения фейков через нейросеть. Сегодня наша программа заметно обновилась по сравнению с последними годами. Она стала больше практикоориентированной, в ней стало больше практических заданий и задач. И это позволяет нашим наблюдателям быть подготовленными к наблюдению не только с точки зрения наличия у них информации необходимой, но и с точки зрения отработки различных ситуаций, в том числе и внештатных. Уже завтра финальный день семинара. Всего к сентябрьскому голосованию Общественная палата Якутии подготовит около сотни независимых бригадиров и более 2000 наблюдателей. Этого ресурса будет достаточно, чтобы закрыть практически каждый избирательный участок в регионе. София Мельникова, Семен Семенов, Якутск.
Якутия силами оперштаба «Вместе к победе» отправила 99 единиц техники на передовую специальной военной операции. Всего же за этот год в зону СВО доставили более 250 тонн груза с волонтерской продукцией и адресными посылками. Добиться таких объемов получилось благодаря партнерству с предприятиями и ведомствами республики. Поставка дополнительного оснащения и снаряжения будет продолжаться бесперебойно, заверяют в оперштабе. Что касается сезонной подготовки к дополнительной поддержке наших военнослужащих, наши производители, как и товаров двойного назначения, так и туристических снаряжений, тепловизионных вещей бесперебойно изготавливают по мере возможности и Фонд помощи и поддержки Донбасс, и оперативный штаб по дополнительному снабжению и снаряжению к этому готов. Во взаимодействии со службой спасения нашей республики отправка у нас бесперебойно будет направляться. Ребята из трудовой бригады первой школы получили грамоту из рук военного комиссара Ленского района от участников специальной военной операции. Весь летний сезон школьники плели сети для бойцов, находящихся в зоне СВО. Напомню, первая школа с самого начала военной операции начала плести маскировочные сети. За весь период связано более 300 штук. Школьники из трудовой бригады первой городской школы освоили искусство плетения маскировочных сетей, очень нужных бойцам в зоне СВО. Несколько десятков мальчишек и девчонок, объединенных желанием помочь нашим воинам на передовой, в период летнего отдыха плели маскировочные сети. Школьники научились изготавливать такие сети под руководством Полины Федоровой. За 1,5 месяца лета они сплели 20 сетей. Сегодня трудовой бригаде и ее руководителю были вручены грамоты от воинских частей. Как рассказывают ребята, плести сети несложно. Главное – усидчивость и терпение. Большую сеть мальчишки и девчонки вязали 2 дня, а с небольшими справляются за 2 часа. Мы помогаем тем, кто находится дальше от нас, кто защищает нашу родину. Мы помогаем тем самым, плетем им сети. Они прикрывают машины, себя прикрывают этими сетями. Процесс, я бы сказала, очень спокойный, он расслабляет, ты как бы можешь задуматься о своих мыслях, и руки уже привыкли плести, и ты уже понимаешь, как это делать, и все запомнил уже. Мы же это делаем не ради грамоты, мы это делаем, чтобы люди, которые воюют за родину, чтобы им было легче. В этом деле начинающим помогают уже опытные наставники, ученики старших классов и, конечно же, Полина Афанасьевна, которая подсказывает и направляет ребят. Работа трудоемкая, но интересная. От детей требуется выносливость, логическое мышление, поэтому кто-то быстро учится по схеме, кто-то медленнее, но старший старается учить. Все понимают, ребята, что это надо нашим солдатам. Кроме этого, они и письма пишут поддержки. Надо сказать, что педагоги и ученики первой школы с начала специальной военной операции плетут сети. За весь период было изготовлено более 300 штук. Сети передаются волонтерам движения «Ленский покров», которые отправляют их нашим бойцам в зону СВО. Светлана Болеева, Ленск. Стартовал прием заявок на первую национальную дальневосточную архитектурную премию «Даль-Арх». О ее запуске объявили в Москве на пресс-конференции в ТАСС. Премия объединит лучшие проекты в сфере архитектуры, градостроительства и развития городской среды на Дальнем Востоке и в Арктике. Участниками конкурса могут стать архитектурные бюро, урбанистические компании, застройщики, органы власти и институты развития. Всего предусмотрено 9 номинаций. Среди них лучшие мастер-планы городов, проекты общественных пространств, социальной, жилой и промышленной инфраструктуры. Заявки принимаются до 11 сентября на сайте премии. По итогам конкурса жюри выберет финалистов, а победителей назовут 1 и 2 декабря в Якутске. Сегодня уже в рамках мастер-планов у нас более 200 объектов построено, почти 400 объектов сегодня находятся в стадии строительства. Сегодня Дальний Восток – это такая большая стройка, и все это, конечно, выступило катализатором тех процессов в части развития направления урбанистики, архитектуры, стройки. И за каждым решением у нас стоят конкретные люди. Премию мы проводим совместно с Якутией, как раз дальневосточная архитектурная премия. Мы понимаем, что уже, мне кажется, мы созрели и накопили критический объем проектов, которые мы можем представить на суд экспертного жюри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.